В эфире информационный выпуск Хамша Якушара. Здравствуйте. Завершилась рабочая поездка премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба в Турцию. В ходе поездки глава правительства посетил Абхазский культурный центр в Стамбуле и принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в Сакарье. Новое здание позволит центру совмещать в себе функции образовательной и культурной площадки. О подробностях поездки Валерий Бганба рассказал в интервью абхазскому телевидению. Был разговор с нашими соотечественниками, встреча, их было человек 250-300. Я коротко рассказал о ситуации в Абхазии, о наших планах. Было очень много вопросов касательно состояния нашего. Многие говорили, что надо немножко поработать от криминогенной ситуации. Многие говорили о том, что очень затруднительна сегодня поездка наших соотечественников с Турции в Абхазию. Мы начали уточнять, действительно есть серьезные трудности, связанные прежде всего со стоимостью этого переезда. Кроме того, они должны, даже имея абхазский паспорт, когда абхазский паспорт есть, виза уже не нужна, они должны отметиться обязательно в службе, миграционной службе в России. Но самолет обычно прилетает под утро, это в 3-4 часа утра. Естественно, в тот момент никакой миграционной службы они не смогут найти. Поэтому, в принципе, надо будет ждать утра, чтобы можно было попасть в Абхазию. Будем мы со своей стороны разговаривать с структурами российскими, попытаемся какие-то вопросы решить, хотя я понимаю, что это не специально для наших соотечественников делается. Это закон российский, по которому иностранцы, которые приезжают в Россию, должны отмечаться в миграционной службе. Все это понятно, конечно, но тем не менее мы будем стараться сделать, чтобы для наших соотечественников сделали какие-то послабления, исключения сделать в законе, вы понимаете, это нереально, но сделать какие-то послабления. На второй день мы уже посетили Адапазар, где должен строиться центр, где закладывался центр. В Адапазаре, по их подсчетам, живет свыше 80 тысяч абхазов. Очень много сел вокруг, сколько мне сказали, около 40 сел вокруг, где живут только абхазы. Нас повели в одно село, они его называют Хуап. Хотя рельеф не такой, рельеф ровный. Там живет 220 дворов, только абхаз. В этом центре будет практически все, чтобы и подрастающее поколение, и среднее поколение, и даже старшие знали все, что об Абхазии. Будет музей, будут кружки, будет изучение языка, будет изучение танцы, песни. То есть все, что возможно, рукоделие, все, что возможно, они будут, потому что здание большое, проект очень красивый, хороший, поле очень красивое. То есть они пытаются там сделать все, чтобы как-то и духовно, и физически объединить тех, кто живет в Адапазаре, в его окрестностях. Планируют они закончить к Дню Победы. Обмен общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия на новый бланк документов образца 2016 года завершается. Все граждане республики должны быть обеспечены документами. О том, как проходит процесс обмена в Гудаутском районе, в материале Ирины Аршба. Большинство жителей Гудаутского района уже обменяли старый образец паспорта на новый. Паспортизация населения республики подходит к концу. Документ старого образца с 1 января этого года недействителен, то есть при оформлении любых документов и сделок необходимо наличие паспорта нового образца, так как старый образец больше не имеет юридической силы. Но стоит отметить, что для удобств пенсионеров срок действия старого паспорта продлен до 1 марта в целях бесперебойного пенсионного обеспечения. Также для граждан, не имеющих возможность по состоянию здоровья сдать базовый перечень документов в паспортный отдел, инспекторы направляются по месту жительства. Паспортный отдел по Гудаутскому району работает каждый день, кроме воскресенья, с 9 до 6. Прием и выдача производятся в любое время. Суббота с 9 до 2. У нас есть группа, которая выезжает по месту жительства для лиц, которые имеют ограниченные возможности, которые не имеют возможности сюда к нам приехать. Но это все нужно делать в срок. Это все мы должны успеть до 1 марта. Просим вас всех обратиться в паспортные службы для сдачи документов.
Упрощен способ проверки готовности паспортов. Гражданам при сдаче документов выдаются 19-значные номерки, с помощью которых у населения есть возможность проверить готовность паспорта, перейдя на официальный сайт МВД Абхазии по специальной вкладке. Данный сервис введен для удобства граждан, исключает периодические приезды людей в паспортные подразделения за информацией о готовности их документа. Немаловажным является наличие домовой книги при сдаче базового перечня документов. Это необходимо, чтобы поставить отметки о прописке в новом паспорте и, соответственно, в самой домовой книге. Сотрудники паспортного отдела Гудаутского района обращаются с просьбой к жителям района в срочном порядке явиться в паспортный отдел для сдачи документов. Министерство внутренних дел Республики Абхазия проводит проверку информации о гибели леопарда в Гулрыбском районе, сообщает пресс-служба МВД. По указанию министра внутренних дел Гарри Аршба на основании поступивших материалов Следственного управления МВД начата проверка по изложенным фактам. Даны соответствующие поручения Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции МВД для проведения комплекса оперативных мероприятий. Заявление с просьбой провести проверку по данной информации поступило в МВД Абхазии от дирекции регионального отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы России 6 февраля текущего года. Вопросы нарушения правил Путины у берегов Абхазии по-прежнему остаются актуальными. Несмотря на запрет лова рыбы в 500-метровой зоне от берега, многие рыболовецкие суда пренебрегают этим правилам. Очередное рейдовое мероприятие абхазских экологов совместно с российскими пограничниками состоялось в Гагрской бухте. Об итогах рейда расскажет Алика Трапш. Сотрудники Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии и министр сельского хозяйства Амиран Какалия совместно с российскими пограничниками на катере вышли в море, чтобы понаблюдать за тем, как осуществляется вылов хамсы и допускают ли судовладельцы нарушения. Рейд состоялся в Гагрской бухте. Именно здесь несколько дней назад местные жители сняли видео, как турецкие рыболовецкие сейнеры, нарушив 500-метровую зону, осуществляли улов рыбы. Этот факт вызвал крайнее беспокойство общественности. В ходе рейда было осмотрено 2 турецких морских судна, одно рыболовецкое и 1 грузоперевозчик. Никаких нарушений сегодня выявлено не было. Сейнера стоят на якоре, промысла не ведут, они в ожидании. Досмотровая группа проверила документы у капитанов и команды на право рыболовства, на судно и на орудие лова, а также ознакомилась с записями в промысловом журнале, в котором ведется учет улова рыбы. Данный корабль, который занимается рыбным промыслом, это фирмы ООО «Сухрыбхоз». С 23 января 2019 года хамсы здесь не было, ни улов не производят. И поэтому мы посмотрели журнал регистрации, который выдается Государственным комитетом по экологии. Все данные совпадают. Мы связались с заводом, связались с нашим экологической службой. Все данные не совпадают в соответствии. Выяснилось, что далеко не все сейнеры сейчас занимаются ловом рыбы в Гагрской акватории. К примеру, по словам одного из капитанов, почти 2 недели это рыболовецкое судно не осуществляло промысел хамсы из-за того, что вследствие повышения температуры воздуха потеплело и море. Экологи этот факт подтвердили. Общественность обеспокоена тем, что многие суда не только нарушают запретную зону, но и осуществляют незаконный улов другой ценной рыбы. О нарушениях правил Путины говорили и на самом высоком уровне. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам усиления контроля над соблюдением правил вылова рыбы. Глава государства поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел в течение недельного срока провести необходимые проверки, по итогам которых будут приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности, вплоть до уголовной. Кроме того, соответствующие наказания ждут и руководителей предприятий, занимающихся добычей и переработкой рыбы. Контролировать ход Путины будет и общественность. Люди намерены обратиться с письмом в Госкомитет по экологии и охране природы, а также в Парламентский комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии с требованием запрета промышленного лова рыбы в Гагрской и Пицунской бухтах. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
На состоявшемся в Сухуме учредительном съезде Республиканской политической партии Акзара Леонид Дзапшба единогласно избран председателем. Помимо этого, съезд утвердил программу партии. Основной целью Акзара является достижение устойчивого развития страны на базе законности и стабильности. Девиз партии «Порядок должен быть всегда и везде, и в доме, и на улице, и в государстве». Об этом говорил на съезде Леонид Дзапшба. Чтобы проблемы решать, надо объединяться, надо решать. Я не говорю там революцию совершать, но мы сообща должны менять нашу жизнь. В 2013 году мы создали общественную организацию, общегражданский союз за законность, демократию. Нас где-то в общественной организации пару месяцев тому назад насчитывало 5-600 с чем-то тысяч людей. За 2 месяца, благодаря вам, сидящим здесь, это количество уже где-то за 8 тысяч переходит. Наша задача, вот сегодня мы создаем партию Акзара за стабильное развитие и законность. У нас 8 районов, все они здесь представлены. До марта месяца мы количество качественно нашей организации, нашей партии должны довести более 10 тысяч. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс продолжает благотворительную акцию «Тепло души», которая стартовала в конце прошлого года. В Сухум прибыла очередная партия гуманитарного груза – комплекты детской зимней одежды, обувь и теплые одеяла. Вещи будут розданы нуждающимся семьям. Репортаж Саида Джерсалия. На днях корабль с комплектами зимней одежды, обуви и теплыми одеялами прибыл в порт Сухума. Акция «Тепло души», начатая Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом в преддверии Нового года, продолжается. На этот раз в Абхазию прибыло 1120 комплектов зимних курток и свитеров, 1008 пар колготок и носков, а также 200 зимних одеял. Гуманитарная помощь будет роздана малоимущим семьям совместно с благотворительными организациями Абхазии, с религиозными организациями, Министерством по репатриации, Красным Крестом Абхазии и отделениями соцтруда и обеспечения в районах. Согласно размерным рядам и возрасту, которые в списках, мы приобрели одежду. Совершенно новая, упакованная прямо на фабриках и отправлена к нам сюда. Для размещения и хранения гуманитарного груза рядом с центральным рынком столицы организации ВААК был бесплатно предоставлен склад. Сортировкой и распаковкой вещей занимались представители женского совета ВААК и волонтеры благотворительных организаций. К нам присоединились очень и очень многие. Вот в этом главная суть. Суть того, что мы хотим донести до общественности. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс призван объединить все здоровые силы общества вокруг таких проектов, как этот, вокруг идеи объединения и созидания. Гуманитарная помощь будет распределена по всем районам Абхазии. Кроме того, подопечным детского реабилитационного центра в Сухуме передадут 30 пар зимней обуви. Наворачиваются иногда слезы, когда видишь детей, радость, получив подарок какой-то. Они-то не понимают этого всего, многие, что ты им передаешь. Им кажется, что это просто какой-нибудь Дед Мороз подарил. Но на самом деле понимаешь, видя их родителей, что действительно ты делаешь благое дело, и они рады этому, конечно. Мы хотим создать паспорт села, паспорт населенного пункта, паспорт районов и понимать, что в них происходит. И тогда уже будем как-то все вместе решать вопросы, которые касаются нашего общества. Гуманитарная помощь, прибывшая в Сухум до Нового года, а это теплая зимняя обувь, уже роздана нуждающимся семьям. Теперь эти семьи получили и зимние вещи. Многодетные мамы отмечают, что подобная помощь им необходима. Столько детей в доме. Конечно, всем покупать тоже не получается, но всегда все просить тоже неудобно. Со своей силой тоже покупаем, но очень большинство помогают. Спасибо большое. Дети все ждут, конечно, очень будут рады, что столько подарков. 5 детей, ожидаем двойню сейчас еще. Ну а сегодня очень хорошая помощь. Нам сегодня подарили куртки, ботинки, свитера, носочки. Такое, необходимое для ребенка. Нам очень тяжело смотреть 4 детей. Это трудно без чьей-то помощи. Большое им спасибо. Всех им благ.
Следует отметить, что списки составлены организаторами акции – Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, Международным объединением Алашара, Федерацией абхазских культурных центров Турции совместно с Министерством по репатриации Республики Абхазия, районными подразделениями Министерства труда, занятости и соцобеспечения, благотворительной общественной организацией «Кераз» и Международным комитетом Красного Креста в Абхазии. Акция «Тепло души» охватит более 700 детей из социально уязвимых семей нашей страны. Саид Джарсалия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Тема сегодняшней программы «Айзара. Добыча нефти в Абхазии». В студии Абхазского телевидения выскажут свое мнение представители власти, депутаты парламента и общественные деятели. Начало прямого эфира в 21 час. В дар Национальной библиотеки Республики Абхазия переданы книги ректора дипломатической академии МИД России Евгения Бажанова. Об этом сообщает Апснопресс со ссылкой на директора Национальной библиотеки имени Ивана Попаскир Бориса Чулария. Книги в дар Национальной библиотеки переданы проректором дипломатической академии МИД России Татьяной Закаурцевой. В их числе 10-томник Евгения Бажанова «Миг и вечность». Это дневники, которые представляют собой наблюдения, связанные с пребываниями в разных частях земного шара, переписка и так далее. В книгах очень много информации о тех странах, где в свое время жила семья Бажановых. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная погода. Днем местами возможен дождь. Температура воздуха ночью +4-9, днем 8-13 тепла. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.